Российский лидер прибыл в Сербию. Какова цель визита Владимира Путина в Белград? С сегодняшнего дня на территории республики начинают работать крещенские купели. Наша съемочная группа узнавала, как организованы места для массовых купаний в Якутске и Ленске. «Ты звезда» в 50+. Теперь люди старшего поколения могут проявить свои таланты в новом интерактивном конкурсе НВК «Саха». В эфире телеканала «Якутия-24 новости». С вами Василий Радченко. Здравствуйте. Президент России с однодневным визитом прибыл в Сербию. Какова цель приезда российского лидера Владимира Путина в Белград, расскажет Татьяна Громова. Президент России Владимир Путин в четверг прибыл с визитом в Белград. В аэропорту его встречал сербский лидер Александр Вучич. Вместе они возложили цветы к мемориалу сербским и советским воинам в 1944 году освобождавшим Белград, а также к памятнику солдату Красной Армии. Владимир Путин также собирается посетить крупнейшую в стране православную церковь – храм Святого Саввы. Ожидается, что там его поприветствуют десятки тысяч сторонников правящей сербской прогрессивной партии. Главные темы переговоров двух президентов – двусторонние экономические связи, в том числе вопрос о подключении Сербии к газопроводу «Турецкий поток». Также в повестке дня – ситуация вокруг Косово. В минувшее воскресенье в Белграде тысячи сербов вышли на антиправительственную демонстрацию. Они требовали гарантировать свободу прессы, прекратить преследование журналистов и не заключать секретных соглашений с Приштиной. Выступления, объединившие 30 оппозиционных партий, продолжаются второй месяц. Сербский президент заявляет, что вступление в ЕС остается главной целью страны. Одним из условий этого является нормализация отношений с Косовом. Одновременно Вучич поддерживает тесные связи с Москвой, которая, как и Белград, не признала независимость республики. Новые правила для микрофинансовых организаций установят с 28 января. Изменения коснутся и так называемых займов до зарплаты. Законодатели ввели специализированный вид, а именно в сумме до 10 тысяч рублей сроком до 15 дней. Сумма процентов по такому займу не должна превышать 3000 рублей. По новым правилам микрофинансовые организации не должны переуступать права взыскания долгов черным коллекторам, которые теперь не могут требовать возврата займа даже через суд. Нововведения, они призваны в первую очередь оградить наших граждан от неконтролируемого роста долговой нагрузки, особенно те слои населения, которые по той или иной причине попали в сложную жизненную ситуацию, а также призваны содействовать очищению рынка микрофинансирования от нелегальных кредиторов. Задолженность эта не должна превышать сумму основного долга более чем в 2,5 раза. Это, к примеру, если вы взяли 10 тысяч рублей, то по окончании срока пользования вы не должны возвращать больше 35 тысяч. И далее снижение будет продолжено сначала до 2, а потом до 1,5-кратного размера займа. В свою очередь, Министерство здравоохранения России предложило депутатам Государственной Думы отклонить законопроект о возвращении курилок в аэропорты. В ведомстве уверены, что подобные зоны способствуют употреблению табачных изделий. Напомним, в конце 2018 года Комитет Госдумы поддержал проект о возвращении курилок в аэропортах. По словам авторов документа, в аэровокзалы следует вернуть места для курения, так как в аэропортах запрет на употребление табачных изделий постоянно нарушается. За год полицейскими составлено более 365 тысяч протоколов на общую сумму более 74 миллионов рублей. В Якутске отмечают рост обращений о нарушениях закона о тишине. Если за 2017 в административную комиссию города поступило 249 сообщений о подобных нарушениях, то в 2018 их стало 324. Рост составил ни много ни мало 23%. Изменения по времени периода, в который нельзя нарушать покой граждан, ввели еще в 2016 году. В будние дни это с 9 часов вечера и до 8 утра, а также с 10 вечера до 10 утра в выходные и праздничные дни. Кроме того, нельзя шуметь в обеденное время с 13 до 15 часов дня. Если в этот период времени лица нарушают покой граждан в ночное время, то будет предусмотрена административная ответственность.
за который предусмотрен административный штраф до 250 тысяч рублей. А физических лиц административный штраф составляет от 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей и на юридических лиц от 50 тысяч рублей до 250 тысяч рублей. Застройщик долгостроя в городе Мирном назвал новую дату сдачи многоквартирного дома. Вот уже почти 3 года более 150 человек ждут своих квартир. Строймонтаж 2002 заверил, что объект будет готов к 30 января текущего года. Об этом было сказано на совещании правительственной комиссии с участием председателя правительства республики Кирилла Бычкова. После осмотра состояния дома зампред заявил, что заверенные застройщиком готовности объекта на 99% не соответствуют действительности. Кирилл Бычков добавил, что строймонтаж 2002 может рассчитывать на поддержку как администрации района и города, так и правительства республики. К другим темам. Традиционно череду новогодних праздников замыкает одно из самых значимых событий для каждого православного – крещение. Все желающие смогут посетить службу, набрать освященной воды, а также окунуться в купель. Как ведут подготовку в Ленске, узнавал Роман Токмаков. Уже в эту пятницу состоится большой православный праздник Крещения Христа Господня. Верующие соберутся на службах, а все желающие смогут окунуться в купель, которую специально готовят к празднованию. На данный момент проводятся мероприятия по расчистке съездов, площадки под машину и непосредственно площадки под установку палатки. Традиционно это у нас будет съезд на пристани, движение в одну сторону и выезд на свозе у детсада «Сказка». Традиционно будет подготовлена большая площадка для автомобилей. Напоминаем водителям, что подъезжать к площадке нельзя, непосредственно к самой палатке нельзя. Безопасность мероприятия будет обеспечена составляющими МЧС, МВД и медицины. На совещании при главе города согласован и утвержден план проведения праздника. Ответственные службы получили последние распоряжения. В подготовке к крещенским купаниям активно участвуют предприятия. Данное мероприятие проводится при помощи сторонних предприятий, то есть и небюджетных средств. То есть мы в рамках взаимодействия с предприятием нашего города, которое базируется, это ООО «Моздортранс» помогает нам, МОАТ, акционерная компания «Алроса», это предприятие, которое выделяет нам дорожную технику, грузовую технику, которая расчищает подъездные пути, территории, площадки. Филиал аэропорта Ленск обеспечивает топливом для теплопушек. «Газпром-Трансгаз Томск» выделяет вахтовый автомобиль, чтобы во время подготовительных работ люди могли погреться, отдохнуть и пообедать. Не остались в стороне предприятия «Западные электросети» и предприниматели. Во время проведения крещенских купаний настоятель Ленского храма Анатолий Астафьев порекомендовал быть предельно осторожными. Когда вы будете окунаться, нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, не нужно участвовать в этом обряде, в этом обычае. Не нужно, окунаться в воду в состоянии алкогольного опьянения, во-первых. А во-вторых, когда вы окунетесь, не нужно потом после купели разгуливать по улице, потому что вы просто-напросто банально простудитесь. Лучше сразу поехать домой, на автобусе или на машине, и попить чай горячий, и так далее. Купание противопоказано людям с болезнями сердечно-сосудистой системы и головного мозга. Стоит знать, что для православных христиан процедура окунания не обязательная, хоть и благочестивая. Можно обойтись и без нее. Главное – чтить великий православный праздник. Роман Токмаков, Алексей Снин, телеканал «Алмазный край». Ну а в Якутске крещенские купели откроются уже через 2 часа. Для всех желающих принять участие в православной традиции, окунаться в холодную воду, она проработает до 9 часов утра 20 января в районе Зеленого Луга. Организованы 5 палаток, 1 под купель, женская и мужская раздевалки и 2 в качестве тамбуров. Очищена от снега площадка на 1500 квадратных метров под купель и автомобильную стоянку. От Преображенского собора до купели и обратно по мере наполнения пассажирами будут курсировать платные автобусы. На территории города всего будут открыты 3 купели, а именно на Зеленом Лугу, на водоканале и в районе Жатая.
Главный проект года театра «Всероссийский театральный марафон» стартует сегодня во Владивостоке. Первыми на торжественной церемонии открытия с обрядом благословения выступит театр «Олонхо». Мероприятие пройдет на приморской сцене Мариинского театра в 19 часов вечера. Откроет марафон легендарный русский балет «Спящая красавица» Петра Чайковского. Символический ключ от театрального марафона побывает и в Якутске, передача которого пройдет с 14 по 16 февраля на сцене Русского драматического театра имени Пушкина. В эти дни там выступит государственный чукотско-эскимосский ансамбль песни и танца «Эргерон» по спектаклю «Мелодии тундры». Приняв эстафету, артисты театра Пушкина отправятся с гастролями в Читу. «Ты звезда 50+» – так называется новый телевизионный интерактивный конкурс, который с нового года запускает телерадиовещательная компания «Саха». Цель конкурса – поддержание, раскрытие и развитие самобытного таланта людей старшего поколения в возрасте от 50 лет. Первый интерактивный конкурс проводится в 3 этапа – заявочный, отборочный и заключительный. По словам организаторов, новый проект уже поддержали телезрители старшего возраста. Для участия в кастинге поступило более 200 заявок из разных уголков республики. Первое прослушивание планируется в феврале и марте, а те, кто прошел в финал и стал победителем, получат ценные призы. С 9 февраля мы уже начинаем кастинг в прямом эфире. В неделю 1 раз, в субботу вечером. Кастинги будут проходить здесь у нас в телевизионной студии. И если они пройдут кастинг, дальше проходят в полуфинал и далее в финал. Для участия в кастинге, если у них есть фонограмма, то минус с собой приносят. И если они хотят петь под баян, то разрешается и музыкальные инструменты, ну и могут петь акапельно. И в завершение выпуска поговорим о новостях спорта. В Якутске стартовал Кубок Федерации по стрельбе из лука. На соревновании из 14 районов и столицы принимает участие 79 лучников. Спортсмены идут в командном соревновании, 2 мужчины и 2 женщины, а также в личном первенстве. Женщины стреляют с 20 метров, а мужчины с 25. Они будут стрелять по якутским национальным мишеням, а именно зайцу, белке и утке. Соревнования будут проходить 2 дня. Финал состоится завтра в Республиканском центре национальных видов спорта. Отмечу, что Кубок Федерации по стрельбе из лука проводится впервые. Требования, как во всем мире, к лукам, да, это лук должен быть без прицела, цельным, да, без полочки, без всяких вспомогательных приборов, чтобы прицеливаться. Вот. Стрелы тоже во всем мире одинакового требования, это деревянными должны быть. На этом выпуск новостей подошел к концу, но еще больше информации вы можете узнать на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и всего вам доброго.